В Киеве отпраздновали Навруз – древний праздник весеннего солнцестояния и Нового года. В зале киевской мэрии собрались представители многих тюркских и персидских народов, отмечающих Навруз. Колонный зал Киевсовета превратился в восточный базар. Здесь шумно, весело и полно людей. Это Азербайджан, здесь наши друзья. Киргизы показывают изделия из войлока, гобелены и самотканные ковры. Ими украшают дома во время празднования Навруза. Представители Киргизстана на праздник пришли в ярких национальных костюмах. Байбичену, как бы в вашем понимании, бабушкам, мама уже старшая, как бы, да, одеваются на таких больших праздниках. Женщины нашего возраста одеваются так, сидят. Мы в почете и уважении, как говорится. Завитайте, попробуйте нашу кухоньку. Азербайджанка Аюза примеряет казахский головной убор. Рассказывает, уже 21 год живет в Киеве, но Навруз остается ее любимым праздником. Шакер-бура, пахлава, все приготовили, все сладости накрыли, все столы, все красиво, ждем гостей. Таджики встречают гостей с хлебом и с проросшим зерном, которое символизирует начало новой жизни, тепло, достаток и здоровье. Гости, которые приезжают к нам, обязательно мы должны их так накормить, чтобы им было приятно. Во-первых, вкусно, мед, это везде вкусно, и наш хлеб все попробовали. Делать сумалак. Сумалак – это такая еда, такая, там крутят 12 часов. Женщины готовят, да, это очень вкусно. Представители Туркменистана заглядывают в гости к узбекам, смакуют самсу. Мы как соседи с Узбекистаном, у нас тоже такие есть, но у нас большие самсы. Мы туркмены сами, я из Туркменистана. Это самса из Турции, и с этого, как его, я имя просто не знаю, как. Это как диетическое, да, для женщин, как бы, скажем, которые держат, как бы, диету. Для них это. После дегустации блюд народные танцы и музыка. Крымско-татарский музыкант Джемиль Кариков на празднике представляет Турцию. Рассказывает, в связи с трагическими событиями в этом году Навруз турки празднуют скромно. Пришлось сыграть историческую песню, эта песня была связана с битвой при Чанаккале. Во всем турецком мире эту песню очень хорошо знают. Кстати, она есть в репертуаре и крымско-татарских музыкантов. Праздновали Навруз и крымские татары. На гражданской блокаде пели и танцевали. Будут у нас еще праздники, будут в еще лучшей форме проходить. И будут проходить они, конечно же, свободны от оккупации в землях в нашем родном Крыму. В 2010 году Генеральной Ассамблеей ООН 21 марта был объявлен Международным днем празднования Навруз. ЮНЕСКО включила праздник в список нематериального культурного наследия человечества. Наталья Калинка, Эльдар Ситаров, Эльдар Исматов, Заман, АТР.